Доброе утро, середина недели, 23 января на календаре. Вы встречаете это утро вместе с нами. Катерина Винокурова, Дмитрий Никифоров. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. Зима является сезоном всяческих простудных заболеваний, таких как ОРВИ, ОРЗ, ангина, грипп. И ежегодно, к сожалению, учебные заведения закрываются на карантин. О карантинах в школе мы сегодня поговорим с нашим гостем. У нас сегодня в гостях Любовь Владимировна Бдацыренова, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро, Любовь Владимировна. Доброе утро. Ну, в Якутске и в республике, в общем, отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями. Какова ситуация на данный момент? Управление Роспотребнадзора проводит мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в постоянном режиме. Ситуация, обычно у нас эпидсезон начинается в сентябре, и в ежедневном режиме отслеживается эта ситуация. И за последнюю неделю уровень заболеваемости превысил эпидемические пороги в целом по республике на 46%, а по городу Якутску на 62%. Поэтому это нас насторожило и обязало более жестче, что ли, наблюдать за ситуацией. И в городе Якутске только за понедельник было огромное количество обращений за медицинской помощью, в связи с чем в медицинских организациях ввели дополнительные часы, увеличены часы приема, в инфекционных отделениях, взрослым и детском, развернутые дополнительные койки для оказания помощи как раз больным ОРВИ и гриппом. И наш лабораторный мониторинг, который проводится тоже в постоянном режиме, показал увеличение циркуляции вирусов гриппа. Но мы знаем, что когда наступает зимний период, у нас всегда подъем идет заболеваемости респираторных вирусных инфекций, а когда он обычно вызывается вирусами негриппозной этиологии, то когда присоединяется грипп, то сразу отмечается такой скачок заболеваемости. Что мы и видели на сегодня. В новостном блоке вашей программы уже сказали, что ограничительные мероприятия в городе Якутске введены. С сегодняшнего дня приостановлен учебный процесс. Поэтому, пользуясь случаем, я хотела бы сразу обратиться к родителям и сказать, что приостановление учебного процесса – это не каникулы, это ограничительные мероприятия. Поэтому хотелось бы, чтобы дети не посещали какие-то различные развлекательные центры, места массового такого скопления людей, потому что все эти мероприятия направлены на то, чтобы разобщить наших детей и приостановить распространение инфекций среди них. Самое первое. Второе, это, пожалуй, если вдруг ваш ребенок заболел, значит, нужно обратиться к врачам и выполнять все их предписания по поводу лечения. Да? И если у ребенка появились какие-то признаки, значит, сразу его задержать дома и проводить какие-то профилактические мероприятия уже среди других родственников, да? Других детей, родителей, бабушек, дедушек. Помимо этого, еще у нас, если в городе Якутске, в общем-то, ограничительные мероприятия введены во всех школах, получается, на сегодняшний день, то превышение заболеваемости отмечается также в нескольких районах. Но там, точнее на территории республики, вообще это одна из таких хороших профилактических мер, когда ограничительные мероприятия вводятся не в целом, скажем, по району и так далее, потому что это не всегда актуально и необходимо, а именно начинается точечно с классов, с групп детских садов, когда отслеживается посещаемость детей, и при превышении 20% уровня заболеваемости детей в группе или в классе, там уже приказом директора приостанавливается сама работа этого класса или группы, да, получается. И эти мероприятия достаточно эффективны. Они позволяют не распространиться инфекции в целом на учреждении и не вводить такие ограничительные мероприятия, как в целом, допустим, по какому-то населенному пункту, как сейчас в городе Якутске. Но в городе Якутске это вынужденная мера, потому что уровень заболеваемости такой, и причем эти мероприятия вводятся только тогда, когда вовлекаются в процесс дети, особенно школьного возраста, который, как вы понимаете, самый такой группе риска относящийся контингент, который наиболее контагиозен, который находится в таких не стесненных обстоятельствах, как сказать, имеет очень много контактов в школах. Но основные меры профилактики, помимо того, чтобы никуда не ходить совершенно, да, сидеть дома, на что нужно обратить родителям прежде всего? Всегда способствует повышению иммунитета, это значит нормальный режим дня.
вовремя спать, вовремя кушать, употреблять овощи и фрукты, то есть заниматься спортом, правильный режим питания и так далее, да. Если уж вы вынуждены куда-то идти, там, где знаете, что много будет народу, возьмите с собой обыкновенную маску медицинскую, да. Видите, что народ там чихает, оденьте ее, не стесняйтесь, используйте ее, потому что это вас защитит от, ну, заболевания. Любовь Владимировна, спасибо большое, что сегодня пришли к нам и рассказали про такую важную тему.